Город Бахчисарай был столицей Крымского ханства и Крымской Народной Республики. Его название переводится с крымско-татарского языка как «сад-дворец». Это единственный город в Крыму, которому удалось сохранить стиль средневекового восточного города. Из-за своего архитектурного разнообразия и богатейшего исторического прошлого Бахчисарай получил название «Город 5 веков». Из всех имеющихся в Бахчисарае достопримечательностей главной является Ханский дворец, резиденция крымских ханов. Это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. В настоящее время он является памятником истории и культуры общемирового значения. Именно в нем находится знаменитый фонтан слез, воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Уральские горы – уникальная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг и является границей между двумя частями света – Европой и Азией. О возникновении названия «Урал» существует несколько версий. По одной из них слово «Урал» произошло от татарского слова «ур», что означает «высота, возвышенность», а другая версия говорит, что название идет от татарского слова «Урал», что переводится как «пояс опоясывающий». В Древней Руси горы Урал назывались поясовым камнем или земным поясом. На Урале насчитывается более 30 тысяч озер, прозванных зеркальными за красоту, прозрачность и чистоту воды. Их названия часто имеют татарское происхождение. Например, Зюраткуль от слов «юряк-куль», что значит «озеро сердца». Тиренкуль в переводе с татарского «тирян-куль» – глубокое озеро. Город Бузулук Оренбургской области был заложен в 1736 году как крепость на реке Самара и получил имя по названию речки Бузулук. С древнетюркского языка название реки переводится как «ледовый», что созвучно с татарским словом «бозле». Обычно словом «бозле» тюрки характеризовали речки, которые были полноводными в период таяния снегов. В период существования Российской империи Бузулук был купеческим городом. В настоящее время ученые и архитекторы сходятся во мнении, что Бузулук является прекрасным примером уездного города, в котором до сих пор можно найти образцы стиля деревянный модерн. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум!